Дорогие друзья, у нас с вами сегодня необычная программа, и я сегодня в необычном для себя амплуа. И я сегодня буду презентовать вот то открытие, о котором сегодня говорят в городах и селах Чеченской Республики. Что это за открытие такое? Что это за останки, которые мы нашли? И что это за такие секретные похороны в Шалях и Ахмат-Юрте? На все эти вопросы, я надеюсь, я сегодня вам отвечу как в прямом эфире социальных сетей, так и в эфире для вас, дорогие зрители ЧГТРК Грозный. Дорогие друзья, мы сейчас этот эфир будем вести на русском языке. Благо, это наш такой межэтнический язык в России, государственный, всем понятный. Вот, поэтому мы эту нашу передачу, этот наш прямой такой сетевой эфир посвятим нашему последнему научному открытию, вот, которое, к сожалению, уже интерпретируется разными силами, от бабушек, которые торгуют семечками, до, в общем-то, достаточно образованных и, тем не менее, прямых врагов Чеченской Республики, вот, которые пытаются, как говорится в одном прекрасном и очень глубоком русском изречении, наводить тень на плетень. И чтобы у нас этого не происходило, мы сделаем максимальное информационное такое углубление, погружение в ту тему, которая стала притчей во языцах вот со вчерашнего дня. Речь идет о массовом захоронении, которое имело место быть вчера в Шалях, и похороны предка, четвертого предка Лохда Эрдовой, на чеченском языке это так, это прадед главы Чеченской Республики Ильяс Арсангериев-Биноевский. Но прежде чем мы с вами начнем это повествование и несколько предвосхищая, возможно, вопрос о том, кто стоял у истоков этого исследования, кто их проводил, кому принадлежала эта инициатива, я скажу понятным языком, что инициатива эта была и исходила от главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который 2 года назад сделал поручение по началу поисковых работ, и команда эта была дана в рамках, разумеется, действия Государственной комиссии Чеченской Республики по исследованию и сохранению историко-культурного наследия народов Чеченской Республики при кураторстве администрации главы и правительства Чеченской Республики во главе с Галасом Султановичем Таймасхановым, значит, при взаимодействии Министерства национальной политики, внешних связей, печати и информации началась слаженная работа. Тогда прямого подключения Академии наук к этому вопросу не было. Академия наук в моем скромном лице к этому вопросу подключилась несколько позже, ну, чуть более года назад. Поэтому я хочу начать наш с вами разговор с очень удивительных, на мой взгляд, очень профессиональных и содержательных с точки зрения информативности вот, слайдов и видео, где вы видите сейчас, как наши девчата Асия Юсупова и Люба Арсалиева поехали в Новочеркасск, Ростовская область, и очень кропотливо. И, кстати, сознанием дела я уже подумываю, как бы мне их отпросить у Ахмеда Махмудовича к себе в академию, потому что они работали прям как, знаете, такие первоклассные специалисты в этом смысле. Слайд вы видели, и поэтому я очень благодарен министру по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмеду Дудаеву, который заряжал их своим энтузиазмом. Особое спасибо
и Асет, и Люби, которые, как видите, несмотря на непогоду, несмотря на слякоть, вот ходили по этим не очень приятным, так сказать, тем более для женщин, местам, искали, так сказать, эти все катакомбы, ездили по кладбищам, да, и, так сказать, разговаривали с музейными сотрудниками, разговаривали с краеведами, значит, копались в очень солидном массиве разных документов, источников и так далее, и так далее. Поэтому я, пользуясь случаем и пользуясь тем, что девочки здесь, хочу от всей души поздравить их с этой победой. Я хочу их поздравить и от души поблагодарить за тот кропотливый труд, благодаря которому мы, так сказать, заложили очень такое твердое начало нашему пути, который мы все вместе, все эти 2 года прошли от начала и до конца. Потому что и Ася, и Люба по, так сказать, моей просьбе были включены в состав рабочей группы, которая была более года назад создана главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым при кураторстве его администрации. Вот, и опять мы, так сказать, вместе с вашим министерством, с Миннацем во взаимодействии, да, их олицетворяли Люба с Асей, продолжили свою работу. И как мы ее вместе, так сказать, довели до конца, мы сейчас вам очень подробно, я надеюсь, расскажем. Вторым этапом нашей кропотливой, так сказать, работы, с которой начинает любой ученый, так сказать, не просто ученый, а ученый, который владеет методой, да, или методиками, он начинает свою работу обязательно, вот эту кропотливую пыльную работу в архивах. Он записывает каждое свидетельство, да, он ищет каждую букву, он превращается в такого архивного крота, да, который ищет любые упоминания о наших героях. Такие упоминания мы нашли. Здесь мы, опять же, благодарим за работу архивное управление администрации главы правительства Чеченской Республики, в частности, Адама Духаева, который провел очень серьезную работу, очень серьезную, я повторяю, работу, которая как минимум тянет на докторскую диссертацию. Так вот, эта работа нам, так сказать, стала для нас неким маяком. Это был очень серьезный массив документов, которые, особенно переписки, эти мюриды, наши предки, они писали письма своим родным и близким. Вот эта ностальгия, тяжелейшая тоска по родине, разные были у них пожелания, да, они писали эти письма, но, к сожалению, если вы помните из истории, в 1860 году Владикавказ стал столицей Терской области в империи, и практически все эти письма так в этих канцеляриях и оставались. И тем не менее, царские сатрапы не ленились их переводить. И вот один из таких переводчиков, вот мы сейчас видим с вами письмо, я прошу задержать это письмо. Значит, да, оба письма задержите, я сейчас заканчиваю свое предисловие. Так вот, вот эти письма, которые мы перевели с источника, который был написан на чеченском языке арабской вязью. Вот, и вот, как вы видите, вот из тех пожеланий, о которых говорят, вон видите, да, Северная Осетия, Алания, значит, находили документы там, от Джентемира Тавмурзаева, Чагуациева, Люта Айтбегова перечисляются, так сказать, к их семействам, родным жителям их деревни. Привет. Ну, салам маршал Лушхалацар, это переводил, еще раз повторяю, сотник Голубев. Не печальтесь о нас, мы живы. Ильяс умер в прошлом Рамазане месяце. Если Бог даст, то мы, может быть, встретимся. Приобретайте себе пропитание честным путем и не гневайтесь ни на кого из нас, ибо то, что случилось с нами, есть Божье определение. Мы нашли людей живущих и узнали, что власть русского государя и его справедливость настолько обильны, что подобны каплям морским. Мы боимся умереть и быть похороненными здесь без омовения по обряду мусульман и молитвы. Вот о чем они в первую очередь мечтали. И вот второе письмо, где
как вы понимаете, есть определенные разночтения. В одном письме мы находим, что он значит, ушел в мир иной, Иляс Биноевский, в месяц Рамадан. Здесь это нормально в источниках, потому что здесь, как сказать, не было там личных биографов, которые бы с точностью до дня могли бы записывать, так сказать, эти вещи. Значит, здесь не гневайтесь за нас ни на кого. Я прощаю всем, кто говорил что-либо про меня. По получении сего письма, которое, дай Бог, Эцхана, я по-чеченски сделаю отступление, Эцхана, вот смотрите, что он говорит. Я прощаю всем, кто говорил что-либо про меня. По получении сего письма, которое, дай Бог, вам получить, вы уведомьте меня о себе на этом же и пришлите мне кинжал, приличный для маленького мальчика. Речь идет о мальчике, о сыне, видимо, надзирателя, который значит, был с ним ласков, как он пишет в этом письме. Пришлите мне уведомление о том, кто из больных лиц нашей деревни умер. Я буду за тех молить Бога. Понимаете, он даже готов сам молить Бога за тех, кто остался там. Представьте себе, какой моральный статус у этого человека, какой у него дух. Он сообщает, Иляс Арсангериев умер в прошлом Мухарраме месяце, и мы похоронили его по обряду нашей веры. Мы с вами очень хорошо знаем, что об этом говорил Кадыров Хожахмед Хаджи, председатель Совета алимов СКФО, и Хасу Хаджи, который является тамадой у Тарикатуль Кадария Хадживирт, как мы говорим. Да? Они говорили о том, они то же самое говорили. От Каурнака был такой тоже последователь устаза Кунта Хаджи, вот, который рассказывал о том, что после смерти Иляса Биноевского, там очень интересная история, никто не знал, что Иляс умер в лазарете. Но они стали стучать в двери Кунта Хаджи, которому это известие пришло. И когда надзиратель начал кричать, откуда вы знаете, что он умер, там, и так далее, он сказал, я знаю. И когда они обнаружили, что он действительно умер, то они оторопели от страха. И потом, по-чеченски это звучит так, «Гэзлой кешнишках давюэльнир из хаджси моусарси личавин». То есть на татарском каком-то кладбище они были похоронены, и даже была такая очень интересная, любопытная подробность. «Са-дах кырбо царь, бог истах-ец». То есть взяли огромного барана и принесли жертву Всевышнему за душу умершего. Вот такой информацией мы обладали на тот момент, пока определенные архивные данные, определенные карты, которые велись по каждому узнику. В Российской империи в этом смысле был порядок немецкий, да? Вот, они были достаточно педантичны, и мы находим сведения о самом Илясе Биноевском, о котором мы очень подробно, но попозже поговорим. Мы находим сведения о его росте, который был средним, мы находим сведения о его телосложении, о его возрасте. Это где-то вот от 25-30 до 40-45 лет. Вот так вот в этом разрезе. Ну и тут еще одно завещание интересное. «О, брат мой Белотука», пишет один из авторов письма, «если ты услышишь о моей смерти в этой стороне, то завещаю тебе принести 3 жертвы обо мне, ну, Богу, Аллаху имеется в виду, Саадах Богцу, и утвердить камень чурт на кладбище, где была война с неверными при проходе дороги через реку Гонсул против деревни Майртуб. Завещаю тебе также смотреть за семейством покойного брата нашего». Как это все по-чеченски и как это все по-мусульмански. Да, лазут обал дуэльцет. Ну, я думаю, что мы, если будут какие-то вопросы еще по письмам, мы на них обязательно ответим. Но я думаю, что нам нужно с вами, если нет срочных вопросов, нужно с вами двигаться дальше. Теперь я расскажу о следующем этапе нашей работы. Значит, там было кладбище татарское. То есть оно было официальное кладбище, да, там со своими особенностями там, и так далее. То есть эти особенности для меня стали ясны после того, как я начал изучать, что это был за хутор, какой там был этнический пласт, да, кто конкретно там жил. Жили там так называемые
мусульмане, они были мусульмане, но они были казаки. Причем они были зачислены в определенные казачьи сотни, да, то есть они состояли в определенных подразделениях, то есть особенно мужское население этих казакующих, как их называли, татар. Отсюда я для себя сделал вывод, что они не могли быть похоронены, как помните, мы с вами предполагали, вот они вот что-то, может быть, где-то под, да, где-то вот прям, потом бабушки какие-то сведения, помните, что вот, а вот там вот где-то наверху алимов хоронили. И вот этот имам Иляс, да, татарский имам, нам показывал, что вот где-то вот наверху. Но вы знаете, если они были казакующими, то чурты искать было бесполезно. И вот помните камни, которые вы снимали, да, вот мы потом по хиджре, уже когда я собрал специалистов более узкого профиля, когда приехали спецы из Российской академии наук, да, из Института остеологии, из Института антропологии и этнографии, из Института генетики, да, значит, люди, которые занимаются краниологическими исследованиями очень серьезными. То есть это краниология, это анатомическая такая наука, да, так сказать, вообще о черепе, о его составных частях и так далее. В общем, это очень серьезная наука, по которой можно определить огромное количество, добыть огромное количество информации о человеке, вплоть до создания его внешнего облика с точностью до 90-95% того, как он выглядел. Это все открыто. Я хочу сразу вам сказать, что это исследование Алексеева, это по внутригрупповому анализу, исследование Козинцева по внешнегрупповому анализу. Эти таблицы я вам здесь представлю позже. Значит, как мы, вот я подхожу к тому, как мы находили это место. И я докладывал главе Чеченской Республики, что у меня есть такое мнение, что вряд ли они похоронены именно на этом кладбище. Если помните, Ася, мы на эту тему, когда разговаривали, это мое ощущение того, что вряд ли они здесь, оно было еще тогда. А вот когда я начал углубляться, сам ходить там стал, и помните, была там еще такая история рассказана о турках, которые где-то поодаль похоронены, где как раз и были найдены останки этих чуртов, да? Мы внимательно изучили все, что там было. Вот эти вот лилиобразные вот эти рисунки в основном принадлежали людям ханафитского направления, да? Вот эти вот рисунки, как нам сказали специалисты, кто вообще работал по антропологии среднеземноморского типа. Не кавказионского, а средиземноморского. К средиземноморскому типу как раз турки и относятся. И мы не поленились. Мы изучили останки этих похороненных лиц, и действительно они оказались, их принадлежность была выявлена как не кавказионские, а именно средиземноморский, то есть турецкий в том числе тип. Вот. Что и мы уже методом исключения пошли дальше. Эти костяки были закопаны, они остались там, где они были. Вот. Но там была очень важная информация по годам захоронения. То есть если было возможно, что в 1864 году, последний там был вкол, помните, на рисунке мы не могли определить цифру. Мы сказали примерно. И по хиджре, вычитая хиджру, мы выяснили, что это за где-то вот 1860 или да, 60 какие-то года. Вот 3 цифры, которые нам удалось выявить. И тогда у меня появилось второе подозрение, что а вот почему бы и не здесь. И вот я стал ходить, и в одном из видео, если кому-то это очень будет интересно, то мы как-нибудь это покажем, у нас было мало времени. Значит, что-то вот мне подсказывало, что их похоронили вот конкретно вот в месте, которое, если помните, это было самое грязное место на этом погосте. Прямо весь мусор, все, так сказать, химикаты, все сливались туда. Ну, какое это место было, вы помните? Там невозможно было находиться нам, видавшим виды мужикам, а уж хрупким женским созданием, там вообще делать нечего, километров за 200 от этого места. Понимаете? И тем не менее они там бегали. Вот. И тогда, естественно, мне как исследователю опять же, мы шли методом исключения. Когда мы думали о том, что
пытались предполагать. Помните, когда мы искали тюремный замок? Помните, когда у нас были первые предположения о том, а что это была за тюрьма, да? И оказалось, что это не тюрьма, вот эта новочеркасская знаменитая расстрельная, потому что она была построена аж в 1916 году. А тот острог, о котором мы говорим, да, он был срыт в 1906. И как мы выяснили, там была эпидемия тифа. Поэтому острог был срыт. И вот когда мы пытались определить, вот где острог, если острог там, то где они могли быть похоронены? Одни из краеведов, с которыми вы работали, подтвердили нам, что там все камнем вымощено. И я, человек, который до сих пор ищет шейха Мансура, прекрасно понимаю, что это только в исключительных случаях хоронили во внутреннем дворе каземата. Плюс это еще и не каземат, дорогие мои, а это не просто тюремный замок, как мы думали, а это пересыльный пункт, который находился прямо у железной дороги, да, которая уже в этот момент там была, даже она была небольшая, но некое подобие железной дороги, что-то такое там было, рядом между этим значит, замком тюремным и рекой Тузлой. Поэтому, если бы их хоронили где-то рядом, да, даже с точки зрения санэпидстанции, да, этого сделать было бы невозможно, потому что при этом тюремном, так сказать, это тоже нонсенс. В самой тюрьме, да, как бы находится там некий лазарет. То есть в лазарет их возили еще куда-то. И был небольшой лазарет при самом этом тюремном замке. Вот где, по нашему мнению, и скончался Иляс Биноевский, и умирали те, и Яндырхан из Арджихая, как пишет Сотник, да, и там Омар из, значит, Мартана и так далее, и так далее. Кто эти люди, к сожалению, мы не знаем, и никаких источников по их поводу мы не нашли. Если бы мы их нашли, поверьте бы, мы бы все сделали для того, чтобы они были бы похоронен точно так же, как был похоронен Иляс Биноевский. Но Иляс Биноевский просто имел такой высокий статус среди мюридов, что о нем было очень много информации. И это был очень человек несгибаемый, очень дерзкий человек, который был настолько верен своему устазу, что это было налицо, и за ним был особый досмотр, поэтому и документов, пусть их было совсем немного, но все-таки какие-то документы нам, особенно с описаниями, найти удалось. И в конце концов, мы, чтобы не отходили от нашего сценария, в конце концов выявилось вот это вот грязное, заросшее место. Если есть этот слайд здесь, если мы успели его, так сказать, включить, я попрошу нашего режиссера показать этот слайд, где, в каких условиях мы работали. Я надеюсь, нам его покажут. Ассаламу алейкум, салам Асхун и карт скинут динам, скарты тяга, пилил железная дорога, до инди итмет хайох, что сами мет яна я, до гуши, вон, и до хадох штолхи, это река Тузла, из-за дона частично остях гойчон, скарты тяга, ака харю харметик, хамет дон чукайся мусор, что он ситуацию, харметик он алчи. حجيد القولي تايل نونتين وش موسر وي أرسنجري إلاس وكتاب المرج دونا جوح باكينا مت هريو هروين كرينا هر بلغل يالا كارتي تاسات وستوتيشو هر زبروشني مت كدون إشتا بابش هدوش دوي إميتش دعوة حقا وين هقرة نيش دعوة 3 كيلومتر كرستياني أتوقع أقش شيء برت من غاز لورسيدونا ترجع مستغيات إميبي ساعدنا أقا شيء وشتونا أسون سلسلة جيت الكشنش كانوا تعاون إيش استعبال برتوي أقا هنسا تخو практически сразу Бог добуло нет должен кто-то бисмилlah. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаху акбар, Ахмад сила. Значит, вот это то, о чем я вам рассказывал, вы видели, да, в каком состоянии находится, практически это исторический памятник, но, видимо, не все хотят, чтобы он был ухожен, чтобы следы бесчинства империи, так сказать, были скрыты за кучей мусора, обломков, да, и бурелома. В таком же примерно состоянии находилось место, которое, как мне
моя исследовательская жилка, как мне подсказывала, я решил этим поделиться с главой Чеченской Республики, вышел с ним на связь и сказал, что вот я предполагаю, что не на самом кладбище, а метрах, ну я не знаю, наверное, там вот где этот бурелом, ну, наверное, метров 300, наверное, Люба, там было, да, может быть, даже больше. Там где-то было в общей сложности, если до самых камышей, если все вместе взять, ну, где-то, наверное, более 3 гектаров. Но мы взяли где-то вот в районе 2 гектаров, значит, землю. И я, когда шел по этой земле, я сказал Рамзану Ахмадовичу, что вот у меня такое ощущение, что из-под этой земли вопиют голоса. И мы начали копать. Непосредственным руководителем раскопок был мной назначен начальник отдела археологии Султан, вот он перед вами, да, который с группой наших ребят, а я был очень в этом заинтересован, потому что мы приглашали туда людей из Академии наук, которые в том числе знали толк и в археологии. Я хотел, чтобы они набрались опыта, чтобы наши ребята что-то смыслили не только в археологии, но и в антропологии, в остеологии, да, чтобы они работали с разным другим генетическим материалом, чтобы современная археология, она состоит, ее невозможно сегодня историю изучать и рассматривать с точки зрения какой-то одной отдельно взятой науки, как это было раньше. Сейчас у нас полидисциплинарный подход. То есть мы должны и палеонтологами быть, и археологами быть, и биологами, и микробиологами мы должны быть, да, и, в общем, короче говоря, и архивариусами, и, да, и швец, и жнец, и на игре дудец. А иначе историком ты стать не сможешь. Вот те работы, которые вы видите, вот в таких тяжелейших условиях ребята работали. Покажите, пожалуйста, где у нас там, если есть, это все уже расчищено, здесь уже все чисто, вот начались работы, и начали выявляться могилы. Вот Султан не даст соврать, это была особая магия. Это сложная такая история. Вот один из мюридов. Посмотрите. Ацаллахди бахандин кварткил бния берзин бия кецер тан баамал цахиллацер кецан дахум цахиллацер. Они повернули его в сторону Иблы, чуть свернули колени, потому что они там не могли, они все были в кандалах. Они все были в кандалах и были под конвоем. И вот эти несчастные люди, таща своего мюрида, сотоварища, 4,5-5 километров от тюремного замка вот до этого места, которое даже кладбищем не было. Запомните, они не были похоронены на самом непосредственно этом татарском кладбище. Они были похоронены дальше, потому что не могли казакующие люди, в том числе наши единоверцы, которые были тогда подданными Российской империи, на своем кладбище хоронить каторжан. И тут разницы нету, чеченец или русский. Каторжан хоронили поодаль. И вот таким образом их хоронили, поворачивая к Ибле. И если есть еще какие-то кадры, пожалуйста, покажите, в каких условиях работали наши ребята. В основном я сделал упор на наших специалистов. Вот перед вами специалисты другие. Вот Фризин Сергей Юрьевич, который является научным сотрудником Института антропологии и этнографии Российской академии наук, РАН. Вот. Он занимался, значит, определением того, кому, какому народу, какой этнической группе, какой национальности принадлежат эти скелеты. Потому что как только пошли могилы, главный вопрос для нас стал, кто по национальности лежат те люди, которых мы раскапываем, и могилы которых появляются вновь и вновь. Сначала это было 8 человек, потом это было 20 человек, да, и когда на 20 мы думали, больше не найдем, продолжали искать, находили еще. Но это ближе к финалу, и вот смотрите, какой у него инструментарий. Все вот эти циркули специальные, да, вот эти все приборы, которые были у них, позволяли им определить тип тех, кто захоронен. И Султан, наверное, помнит, когда мы чуть ли не Эврика кричали, когда узнали, что
А эти специалисты не знали, кого они раскапывают. Они вообще не понимали, что это за раскопки. Мы их пригласили. Мы их пригласили как не просто так, да, это у нас были с ними определенные договорные отношения. И вот они приехали и начали, так сказать, заниматься своей работой, и они сказали, что, вы знаете, странно, но это кавкасионы. А кавкасионы, они же разные, да? Вот. И я сейчас хочу вам зачитать выдержку. Значит, если можно, дальше покажите работы, пока я буду искать, так сказать, необходимую мне информацию. Это мы на раскопках, команда. Вот мы находим наших мюридов. Вот перед вами так называемая хронологическая таблица. На полученном графике исследуемая серия НЧК, вот я сейчас вам хочу показать. Видимо, только ручкой я смогу воспользоваться. Вот перед вами таблица Российской академии наук. Раньше раскопки были, мы сказали, к какому времени принадлежит это захоронение, эти погребения. И есть, вот смотрите, программа Кеннон-Козинцева, о которой я вам говорил. По результатам анализа 3 канонических вектора описывают более 91% изменчивости, что свидетельствует о высокой достоверности результатов сопоставления. Там очень много специальных, так сказать, терминов. Наиболее значимым по первому вектору является угол выступания носа, поперечный диаметр, верхняя высота лица с отрицательным значением. По второму высотный диаметр, продольный диаметр с отрицательным значением и ширина орбиты. По третьему высота носа, скуловой диаметр с отрицательным значением и наименьшая и так далее, так далее, так далее. На полученном графике исследуемая серия НЧК. А НЧК – это новочеркасская находка, имеется в виду. Значит, посмотрите, ближе всего она стоит к чеченцам, которые были найдены во время, так сказать, раскопок ранее. И вот по таблице, по программе Козинцева, составленной в 1989 году, это относительно недавно, наших с вами мюридов относят вот к чеченцам, которые ближе всего, значит, чеченцы, вот здесь Харачой, вон там Ушкалой, это те находки, те черепа, которые примерно этого же времени по хронологии, которые были когда-либо найдены на территории Чечено-Ингушетии и теперь уже Чеченской Республики. И вот что об этом пишут. На полученном графике исследуемая серия НЧК располагается рядом с серией современных чеченцев и серией из могильника Харачой. Все остальные серии находятся на значительном отдалении. Ну, тут Хорочой написали, ну, простим нашим московским коллегам. Подобная ситуация свидетельствует о том, что изучаемая выборка, 67 мюридов, которых мы нашли, включая 7 женщин, так, подобная ситуация свидетельствует о том, что изучаемая выборка с высокой долей вероятности состоит из чеченцев, что подтверждают данные, полученные из письменных источников, то есть шло сопоставление письменных источников, описание их, пожизненное описание, содержание в лазаретах, медицинские справки и так далее, целый пласт документов. Идет сопоставление и, по нашему мнению, пишут специалисты из Института этнографии и антропологии Российской академии наук во главе с Фризиным, что, по нашему мнению, данная серия принадлежит прямым предкам современных чеченцев, что и требовалось доказать. Нами была предпринята попытка проведения генетического анализа. Это у нас следующий этап, потому что очень много вопросов задавали по генетике. Я прошу с сохранением нижнего вот этого абзаца показать нам генетическую таблицу. Пожалуйста. Ничего секретного мы из этого делать не стали. Поэтому, пожалуйста, это официальные, так сказать, данные, и мы будем, так сказать, исходить из научной методы. Так вот, эти данные из 8 погребений наиболее сохранившихся скелетов мы отправили генетический материал. Мы отправили материал на генетический анализ. Вот что дает нам Академия наук и конкретно Балинова, которая занималась этим вопросом. Наталья Балинова.
По результатам проведенного исследования было представлено следующее заключение. На исследование поступило 8 образцов под условными номерами, они перед вами. Из образцов ДНК выделить не удалось набором реагентов, реагенты, так сказать, это тут своя специфика, экстракт, декальцин и так далее, разработанного для выделения ДНК из костной ткани. Из образцов 1,37 из 2 только что-то, некое подобие ДНК выделили. Выделенная ДНК представляла собой очень малое количество. Вот перед вами фото, сделанное оттуда на рисунке 3. Несмотря на это, была предпринята попытка работы с этим материалом. Это мы настояли, чтобы эту попытку они все-таки предприняли, чтобы наша совесть с точки зрения генетического исследования была чиста. ПЦР на участок митохондриальной ДНК и ядерного генома прошли неуспешно, неудачно. На секвенсах видно участок Y-хромосомы не синтезирован нужным отрезком 345 нуклеотидов и так далее, так далее, так далее. То есть по ДНК, как вы видите на этих схемах, мы ничего сделать, к великому сожалению, не смогли. Нас об этом предупреждали, Султан, если ты помнишь, о том, что очень агрессивная почва. И мусор Шалмет-Кери, там много реагентов, там очень много химикатов. Все это было разъедено. Даже те участки органики, которые можно было бы исследовать, из которых у нас была надежда какая-то выделить ДНК. Но опять же, даже если бы мы выделили ДНК, ну все-таки 4-й, 5-й предок, да, устанавливать, так сказать, если у нас даже между отцом и сыном там 98% это максимал, да, который дается там, во многих странах считается косвенной уликой. Ну а куда мы деваем там эти 2-3%, да? Вот, то здесь, конечно, говорить о том, что это дало бы нам какую-то 100% картину, в то время, когда еще было можно, там отправляли материал в Данию, сейчас категорически запрещено за границу отправлять значит, физический материал. Вот, поэтому, значит, Дания, Эстония, Австралия, Соединенные Штаты Америки и другие страны на один и тот же материал, мы этим тоже, кстати, занимались, давали разные, а иногда диаметрально противоположные давали результаты. Поэтому как-то вот этот генетический вопрос, он хорош, когда речь идет о ближайших родственниках, желательно живых. Вот как бы вот такая у нас получилась ситуация. Но еще до этого я знал, что есть у нас еще несколько методов, с помощью которых мы сможем дальше работать с нашими скелетами. Работая с ними, особенно с антропологами, мы пришли к выводу, что на нашем месте нашего захоронения мы определились, что это чеченцы. Мы определились, мы даже знаем, что определили по костям, особенно вот тазобедренной части, отделили женские скелеты от мужских, женщин оказалось 7. По преданиям, по тем же источникам, которыми мы владеем, женщины там были. Женщины, более того, даже женщины выступили вот в этом знаменитом, я не люблю слово восстание, в этом кровавом кинжальном бою под Шалями, который произошел 18 января 1864 года. Это была бойня, да, где погибли наши праведные предки, и среди них, в том числе и погибших, были женщины. И среди арестованных, отправленных на почтовых подводах в Новочеркасск, тоже были женщины. Поэтому вот 7 наших сестер вчера были упокоены с миром. Это то, о чем они молили Всевышнего, оказаться в родной земле. Ну что ж, пойдем дальше. Итак, мы определили, что у нас 67 чеченцев. Что у нас оставалось? У нас оставались сведения об Илясе Арсангериеве, Илясе Биноевском, как мы еще его называем, 4-м предке Рамзана Ахмадовича Кадырова. Самая тяжелая задача состояла в том, что, не имея ни ДНК информации, имея множество скелетов, если бы это было бы 5-10 скелетов, это ладно, но когда их, за вычетом женщин, 60, и когда там не было стариков преклонного возраста, самый старый среди них был моим ровесником. Понимаете?
Поэтому, ну, тогда это 55 лет, это было много. Вот. Ну, тем не менее, это был непреклонный возраст. Ну, 55 лет, цуганатах, алхаланах. Вот. Но у нас было описание. Теперь мы искали вот Иляса Биноевского. У нас было описание, что это был человек среднего роста, что это был... Они не знают, кого ищем, да? И теперь мы уже пришли к другим специалистам. То есть с антропологами мы уже определились, с генетиками определились. Теперь как же мы нашли Иляса Биноевского? Так вот, оказывается, есть методы, в которых я еще вчера был полным профаном, только потом, когда я начал погружаться, там, знакомиться с научной литературой, я уже понимал, с кем мне нужно иметь дело. Так вот, методами, разработанными для живого населения, выделить ДНК нужного качества не представляется возможным. Ладно, все хорошо. Значит, мы пишем, подобные анализы могли быть проведены там Дания, там Китай, Эстония, однако в связи с положением законодательства РФ биологические материалы человека запрещено вывозить, о чем мы с вами уже говорили, в связи с невозможностью проведения генетического анализа для идентификации искомого индивида было решено сделать следующее. Первое. Выполнить 3D-модели изученных черепов. Проведение распространенного в судебно-медицинской практике. В судебно-медицинской практике. Это очень важно, их фотосовмещение с имеющимся фотографическим изображением и выполнение графической реконструкции по методу Герасимова. Чтобы было понятно, Герасимов – это ученый-историк-антрополог, который в 50-е годы работал над черепами разных известных исторических личностей, среди которых я могу отметить Тамерлана, он же Амир, Таймир-Ленг, Сахиб Керим, Бахадур Ибн Джагатай. Это его полное имя. И Иоанн Грозный, Старицкий, да, человек, который впервые в 1547 году, он сам родился в 1530, когда ему было всего 17 лет, он вопреки Орде, да, вопреки, так сказать, всему миру назвал себя кем? В 1547 году назвал себя царем. До сих пор они себя называли, государи всероссийские, да, русские, называли себя великими князьями, ну, государями. А вот царями, цезарями, они себя стали называть гораздо позже. И вот таким цезарем себя назвал Иоанн Грозный. И вот благодаря великому Герасимову мы с вами получили изображение вот этих неординарных личностей, великих полководцев, да, предводителей, царей, королей и так далее, и так далее, и так далее. И это в мире признанный метод. Но, разумеется, эта наука, идентификация, она по идентификации, так сказать, краниологических исследований по черепам, она не стояла на месте. Можете себе представить, насколько она ушла вперед за 50-60 лет, да? Ну, за 50, условно. Так вот, мы тут обязательно говорим, что по методу Герасимова с целью создания 3D-модели, проведения фотосовмещения и выполнения графической реконструкции, обратите внимание, сделанные нами фотографии для каждого черепа было сделано 148 фотографий. На каждый череп 148 фотографий в режиме 3D были переданы научному сотруднику лаборатории антропологической реконструкции. Вот это вот метод этого Герасимова, где реализуется, уже там дальше его развивает Лебединская, его развивает дальше, так сказать, Козин, его развивает сама Рассказова, она очень известная ученая в этом смысле. Да? Реконструкции ЦФА и ЭА, ну, понятно, наверное, всем, да, я не буду на этом останавливаться, это Институт этнографии и антропологии. Российская академия наук, рассказывая, после проведения работ было получено следующее заключение. Внимание! В задачи исследования входило выявление из скелетных остатков 25 человек, внешне наиболее похожего человека, возможно, обладающего родственным сходством с мужчиной, изображенным на представленной фотографии. Пожалуйста, будьте добры, фотографию Абдулхамида Кадырова. А потом вернемся к этому слайду.
Вот перед вами, ну, давайте вот, фотография Абдулхамида Кадырова, сделанная в 1949 году. Мы ее взяли из его личной анкеты. У нас было условные там 25 черепов. И надо было понять, сможем ли мы среди этих 25 скелетов, среди 25 черепов найти искомый. Помимо того, что череп, мы еще остальные кости, да, у нас как бы должны соответствовать общим параметрам. И вот когда мы, значит, методика. Вот анкета перед вами. Тогда Кадиров был написано, Абдулхамид, 1922 года рождения, Северный Кавказ, чеченец. Вот эта фотография. Это дедушка главы Чеченской Республики Абдулхамид Кадыров, родной отец Ахмадхаджи Кадырова. Мы взяли вот за основу эту фотографию. Для всех 25 черепов методом фотограмметрии были созданы виртуальные трехмерные модели. Последние были масштабированы в натуральную величину. Такие модели были необходимы для морфологического исследования, для проведения фотосовмещения при постановке черепа и строгое соответствие ракурсу фотографии. И для создания реконструкции лица по черепу. Для экспертизы были выбраны следующие методы. Первое. Составление словесного описания внешности человеку по фотографии с акцентом на особые приметы, которые обязательно есть у каждого человека, на особые приметы и индивидуализирующий облик черты. Составление прижизненного словесного портрета по каждому черепу и сравнение их с характеристиками внешности на фотографии. Следующий слайд, пожалуйста. Смотрите, я не буду здесь долго останавливаться на этом, да? Просто хочу, чтобы вы понимали, насколько солидны были эти исследования. Значит, второе. Сопоставление пропорций головы и лица на черепах и фотографии с помощью специальной программы «Алгоритм внешности». Размеры черепа переводят, значит, в соответствие с размером головы. На основе этих измерений рассчитывают индексы, характеризующие индивидуальные пропорции, и сопоставляют их с индексами, полученными при измерении прижизненных фотографий. Третий метод – это фотосовмещение. Суть метода в совмещении двух изображений, что часто применяют в криминалистике для идентификации личности по черепу и прижизненным изображениям предполагаемой персоны. Все прекрасно знают, что такое эксгумация в целях доследования. Понимаете, да? Идем дальше. В последнее время он широко используется в процедуре идентификации исторических личностей. Четвертое. Графическая реконструкция лица по черепу, фас-профиль. Реконструкция внешности выполняется по стандартной методике Герасимова, 49-55 год, открытие метода, современными дополнениями и уточнениями других авторов. Жевательные и височные мышцы, мускулюс массетер, формирующие овал лица, реконструируются в соответствии со степенью развития костного рельефа в местах их прикрепления, глубину височных ям и форму скуловых дуг. На основе контура черепа в положении фас и профиль выполнят построение контура головы, толщину покрова мягких тканей, корректируют в соответствии с таблицами, их там много было, вы их видели, с таблицами толщины мягких тканей, полученных с помощью ультразвуковых, это метод Веселовской, ультразвуковых КТ и КТ, исследований, Рассказова и другие, реконструкцию профиля носа проводят по методике Лебединской. С учетом формы грушевидного отверстия, формы и направления носовых костей и подносового шипа, высоты нижних носовых раковин, формы отростков верхнечелюстных костей и носового отростка лобной кости. Ну, в общем, вы видите, насколько это все серьезно, да? И, значит, ушные раковины изображают по рассчитанным с помощью уравнения регрессии размером с учетом формы и направления сосцевидных. Ширину носа рассчитывают по уравнению регрессии. Веселовская, Балуева, Рассказова и многие другие ученые, которые занимались этой проблемой. Авторы методов они. Графические реконструкции выполняются на основе контурных обводов черепа в положении фас и профиль с тщательной проработкой света и теней, которая максимально приближена к портретному изображению. 90, еще раз повторяю, 95%.
они представлены здесь, они будут в соответствующих источниках, ваковских журналах, я не знаю, где угодно, они будут опубликованы. Я знаю, что еще мне придется отвечать на ваши вопросы, удлинять, так сказать, эту специфическую информацию для вас, я ее не буду. Она вот здесь есть, все эти измерения тут есть. Мы давайте с вами все-таки перейдем уже к, скажем, двигаться дальше к финалу, да? Значит, давайте нам вот изображение черепов и фотосовмещение. То есть все те анализы, о которых я вам говорил, были проведены. Я пошел на хитрость, чтобы быть еще более уверенным в том, что я нахожусь на правильном пути. Скажу вам заранее, что я уже знал, кто из них Ильяс Биноевский. Султану я об этом говорил, но на всякий случай мы к ученым отправили 3 черепа. Думаем, пусть запутаются. Тогда мы будем знать, что не все так у них там хорошо. Мы дали 3 черепа, которые по таблицам, по измерениям более или менее друг к другу подходили. Это был череп из погребения, я уже помню наизусть. Значит, из погребения 52. Вот он перед вами. Из погребения 66. Вот он перед вами. И погребение вот там наверху, погребение 27. Все погребения имели свою нумерацию. Вот эти 3 черепа были представлены, значит, нашим с вами специалистам из разных лабораторий, для того, чтобы они уже последним оставшимся из этих методов, методом фотосовмещения, дали нам информацию о том, кто все-таки из этих условных 3, так сказать, наших представителей погребений, где конкретно череп Ильяса Биноевского. Вот здесь мы хотели поставить уже жирную точку. И в конце концов, согласно методам фотосовмещения, посмотрите, это все здесь описывается. Значит, 27-я, видите, вон там есть некое отклонение. Значит, внизу по скуловой дуге есть несоответствие очень серьезное. И дальше самое главное несоответствие вот того, что вы видите, видите сверху, да, вот этот вот как бы такой светлый канал такой, да, вот, что говорит о том, что это череп не этого человека. Далее, то есть очень далек он, да, хотя они должны быть дед и внук. Смотрите, 66-я фотография. Да? На 66-й фотографии был представлен череп другого чеченца, но здесь тоже, вот видите, вот эти вот светлые штуки, которые линии, да, вот там наверху, они тоже говорят, что, ну, похож, но это не он. И вот, наконец, мы взяли тот череп, который мы уже знали, чей он, согласно тем исследованиям, о которых мы говорили выше. Мы сделали сопоставление, и есть свои, я же говорил, да, свои особенности. Особенно это вот проявляется в скулах. Вот они, эти особенности, они перед вами. Они практически полностью совпадают. Они совершенно не обязательно, чтобы они были один там миллиметр в миллиметр похожи, но есть основные. Вот верхняя дуга краниологическая черепа, да, скулы, это очень важно. И с наростом возможных мышц, как бы этот человек выглядел, да, то есть они, должно быть некое соответствие. Здесь мы нашли практически полное совпадение. Череп Ильяса Биноевского – это фотография его внука. Это фотография внука Абдулхамида Кадырова. И теперь пришли к выводу о том, что мы нашли череп Ильяса Биноевского. Ну, череп-то мы нашли, но когда мы решили пойти еще дальше. То есть нам этого, в принципе, было бы достаточно для того, чтобы сделать соответствующие захоронения там и так далее. Ну, я проявил эту инициативу и обратился к специалистам, которые на основе вот всех этих исследований по методу, как мы говорили, по усовершенствованному методу Герасимова могут воссоздать изображение человека, которому принадлежал этот череп. Причем этот череп так сохранился, и у него настолько выразительные черты, что им удалось воссоздать его на 90-95%. Я почитаю вам результат. Кратко. Проведя вышеописанные исследования, можно заключить,
заключить следующее. Индивид из погребения 52, вспомните, что я вам рассказывал о Биноевском. Человек среднего роста, помните, такой коренастый. Проведя высшее описание исследования, можно заключить следующее. Индивид из погребения 52 – это мужчина в возрасте 25-35 лет, среднего от 158 до 168,5 сантиметров роста. Телосложение пропорциональное, ширина плеч средняя, мышечный рельеф хорошо развит, тип телосложения, вероятно, был атлетический или атлетико-пикнический, то есть погребенный сталкивался с регулярными физическими нагрузками, при отсутствии которых было бы возможно увеличение массы тела. В целом состояние костей скелета свидетельствует о хорошо развитой мускулатуре и, скорее всего, об отсутствии лишнего веса. Эти сведения мы находим. Да, спасибо архивному управлению, девчонки, вам спасибо. Да. Мы вот в тех письмах, о которых мы с вами в курсе, да, мы это описание нашли. Что он был коренастый. Помните у Духаева? Что он был крепкий, что он был среднего телосложения и так далее, и так далее, и так далее. То есть, смотрите, мы информацию получаем не только о черепе, мы сейчас ее получаем о его телосложении. Да? Морфология лицевого скелета позволяет отнести данный череп к кавказионскому типу. В его расположении в центре графика, внутри группового анализа, который я вам показывал, помните, чеченцы, Харачои и так далее, на наш взгляд, свидетельствует о его принадлежности основной чеченской серии этой выборки. Таким образом, проведя комплексное исследование палеоантропологических материалов из кладбища у хутора Татарский, можно сделать следующие выводы, говорит нам Российская академия наук, дорогая наша. Итак, таким образом, первое. Половозрастной состав выборки можно рассматривать как подтверждение ее принадлежности кому? Узникам Новочеркасского острога. Второе. Серия в основном состоит из индивидов, происходящих из одной территориальной и этнической группы. Третье. Результаты межгруппового сопоставления демонстрируют близость изучаемой выборки к сериям современных чеченцев и их предкам, поэтому с высокой долей вероятности может состоять из чеченцев, которые были заключенными в Новочеркасском остроге. Четвертое. Проведенное фотосовмещение. Вот что мы до этого показывали. Проведенное фотосовмещение демонстрирует максимальное сходство фотопортрета с черепом мужчины из погребения 52, о котором мы с вами говорили, когда делали фотосовмещение. Да? Что, на наш взгляд, с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что они являются кем? Близкими родственниками. Пятое. Расположение черепа 52 в центре графика внутригруппового анализа говорит о его принадлежности основной чеченской части серии. Шестое. Морфология лица, а они уже знают все наши описания, мы им позже отдали описание. Да? Морфология лица и телосложение погребенного соответствует прижизненному описанию искомого индивида. И, наконец, резюмируя итоги, проведенные исследования, необходимо отметить следующее. Нами было проведено комплексное исследование костных останков из кладбища у хутора Татарский, проведены определения пола и возраста, антропологические измерения костей и черепов. Черепа мужчин 20-45 лет были сфотографированы в соответствии с требованиями для создания 3D-моделей. Внимание! 148 фотографий в 6 нормах на каждый. Проведено исследование ДНК, фотосовмещение и антропологическая реконструкция. В связи с хорошей сохранностью костного материала, на наш взгляд, полученные результаты обладают высокой степенью достоверности. Это официальный документ. 90-95, покажите, пожалуйста, этот последний лист покажите. 90-95%. Учитывая полученные нами выводы, основное количество изученных индивидов можно определить как чеченцев, которые были заключены в Новочеркасский острог.
Индивид из погребения 52, читаю, а вдруг я вам не то читаю, да? Вот они все, перечисляется это все, да? Смотрите, последнее предложение, нет, предпоследнее читаем. Значит, проведено так. В связи с хорошей сохранностью костного материала, на наш взгляд, полученные результаты обладают высокой степенью достоверности. 90-95%. Учитывая полученные нами выводы, основное количество изученных индивидов можно определить как чеченцев, которые были заключены в Новочеркасский острог. Индивид из погребения 52 максимально, внимание, более 90% соответствия схож с представленной фотографией и, на наш взгляд, является близким родственником изображенного на ней человека. Научный сотрудник Центра физической антропологии Института этнографии и антропологии Российской академии наук, кандидат исторических наук Фризин Сергей Юрьевич. А теперь покажите нам вот практически полно соответствующий своему облику, покажите нам светлый облик Мюрида, соратника Кунтахаджи Кишиева, великого Мюрида, четвертого отца главы Чеченской Республики Ильяса Арсенгериева Биноевского. Вот так он выглядел, если взять его без бороды и усов, как нам предоставила Российская академия наук. Вот так он выглядел. Пожалуйста, дайте еще нам, до этого, пожалуйста, дайте нам фотографии костного фотосовмещения. Дайте мне, пожалуйста, фотографии. Это вот то, о чем я вам говорил. Как определял, что это он. Это не просто взяли вам череп, что-то там какую-то программу запустили, да, и такую реконструкцию простую сделали. Миллиметр за миллиметром, повторяю, 148 кадров в 3D формате. Вот посмотрите, вон совмещение костей, и как они выводили в профиль и в апфанс. Да, и вот я просто попросил, также была проведена художественная обработка реконструкции, изменена прическа, добавлены усы и борода. Если есть крупный план вот этот, дайте, пожалуйста. Дамы и господа, вот так выглядел, я ответственно это заявляю, как президент Академии наук Чеченской Республики, вот так выглядел великий сын чеченского народа, Мюрид, который до конца прошел со своим учителем и который, иншаллах, обрел свою дальнейшую жизнь в райских кущах рядом со Всевышним Аллахом и его ангелами. Огромное всем спасибо. А теперь я готов отвечать на ваши вопросы. Джамбулат Вахидович, Замира Дагиева, информационное агентство «Грозный информ». Тут поступил вопрос, почему останки мюридов были перевезены в Чеченскую Республику? Спасибо. Вы знаете, во-первых, это предусмотрено шариатом, в этом нет ничего страшного в плане перезахоронения. Об этом я не буду долго сейчас заниматься раскрытием каких-то, теософских вопросов. Элимчина, магитна дуиз. Я здесь еще с человеческой стороны хочу ответить на этот вопрос. Вы понимаете, дело в том, что, наверное, больно было бы смотреть на останки тех людей, которые, тоскуя по родине, глубоко веря во Всевышнего и заповедуя нам свою боль о том, что они мечтают быть погребенными в своей родной земле, быть омытыми, как положено. Как мы с вами, чеченцы, могли бы жить, представьте себя на моем месте, да? Или представьте себя на месте главы Чеченской Республики. Да? Каким образом мы потом могли бы жить и смотреть вам, нашему народу, в глаза, если бы мы оставили бы их там, в этой воне, в этом смраде, в этом мусоре, в этих реагентах, которые рано или поздно не оставили бы от них для нас ни единого следа. Зато сегодня мы можем возвести им за них хвалу Всевышнему Аллаху, молиться за них на нашем знаменитом Шалинском кладбище и тем, кто захочет сделать зиярат Ильясу Биноевскому в Ахмат-Юрте. Разве это не ответ на ваш вопрос? Я считаю, что по-другому поступить не могли ни чеченцы, ни мусульмане.
Далда Бетки Юэль. Сюрдекел, Мадина Хамидова, Чечня сегодня. У меня тоже вопрос от подписчиков, раз у нас все это транслировалось в интернете. Вот у нас спрашивают, поскольку работа проходила по поиску этих людей в соседнем регионе, не было ли препятствий, потому что, судя по месту, которое мы видели, явно не предполагалось, что этих людей найдут. Вообще, как реагировали местные власти, местные люди, помогали они вам, нет? Значит, я отвечу на этот вопрос с огромным удовольствием. Во-первых, никаких препон со стороны власти не было. И не было в том числе потому, что администрация главы правительства Чеченской Республики в лице Галаса Султановича Таймасханова, администрация этим вопросом занималась. Он лично, Галас Таймасханов, лично звонил и первому вице-премьеру, который курирует направление, так сказать, вот это культурологическое, научное и так далее, да, вот, он не ленился даже звонить руководителям муниципальных образований. И благодаря вот, поддержке администрации главы у нас никаких препон ни от какого-то там, скажем, кладбищенского начальства или районного начальства, никаких препон, кроме помощи, не было. И в связи с этим я скажу огромное спасибо и губернатору Ростовской области Голубеву, и его прекрасным подчиненным, которые с большим дружелюбием и пониманием отнеслись к нашей очень важной для республики и ее народа делу. Буквально сейчас возник вопрос, послушав вашу презентацию, вашу лекцию. Много ли было символизма вообще вот в вашей работе? Вот появлялись какие-то моменты, когда вам казалось, что вроде бы, что может как-то кто-то вас ведет, что как-то Всевышний вас направляет. И это же на самом деле удивительно, что вдруг вот в таком месте, что действительно эти захоронения были обнаружены. Ну, после того, как я уже сделал научный доклад, я могу себе позволить немного эзотерики, да, могу себе позволить такие трансцендентные отступления. Ну, конечно же, было. На одном из видео, по-моему, я тебе показывал, Чингис, и ребята, по-моему, слышали, когда я шел, я же сказал, что у меня было такое ощущение, что вопиют их голоса. Так и было. В команде, внимание, в команде, которая занималась, рабочие, которые приходили, в основном Бусолбнах Баруш, и там подзаработать пришли два корейца. Подзаработать. Они пришли подзаработать корейцами, безбожниками, а ушли корейцами-мусульманами. Султан, мы же знаем их. Эти ребята, они есть. Да, и если, когда мы будем делать фильм, обязательно найди хотя бы одного из них, который бы сказал пару слов. Приняли ислам. И веркат. Хорошо. Вы говорите про трансцендентность. Ладно. А помните, вот сегодня, да, там жарко было, позавчера было очень жарко, да? А вот в тот день, когда мы их хоронили, сегодня жарко-то, может быть, сейчас вот не было, но дождь был, да? Ни единой дождинки, но Всевышний покрыл нас тенью своей для того, чтобы мы спокойно наших братьев и наших сестер предали земле. Разве это не знак свыше? Разве это не божественный символизм? Разумеется. И этот божественный символизм мы с вами, как мусульмане, называем аятами Всевышнего Аллаха, то есть знамениями Всевышнего Аллаха. Безусловно, без знамений, без какого-то наития. Я не знаю, вы знаете, что глава Чеченской Республики – это один из таких ревностных, да, приверженцев кадарийского тариката. Ну, видимо, какие-то такие, не знаю, какие-то знаки нас вели. Может быть, какая-то... Мне сложно сейчас это говорить, потому что я уверен, что любого исследователя обязательно что-то ведет. Потому что, если вспомните Трою, кто открыл Трою, да, Шлиман. А кто? Ну, все считали, что он какой-то там торгаш, какой-то не очень хороший человек, но он миру открыл Трою. Кто расшифровал клинопись? Шампильон. Тоже считался проходимцем, там, да, тоже был нехороший человек. А Бельцони? Авантюрист.
современник, так сказать, продолжатель дела Костроччо Кастракани, графа Калиостро, Джакомо Казанова. И вот этот Бельцони открыл для всего мира что? Долину царей в Египте. А поход Наполеона это не был акт авантюризма, конечно, был. Но во время этого акта он открыл людям Розетский камень, да, с надписью которого начинается современная египтология. Поэтому, конечно, Господь, Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, безусловно, вел нас туда, потому что именно в эти дни Он решил ответить на мольбы своих мюридов, своих последователей и верных рабов своих, коими были те, кого мы вчера предали земле. Да, лазват обалдуэльсер. Замира Дагиева, информационное агентство «Грозный информ». Джамбулат Вахидович, будет ли продолжаться работа Академии наук Чеченской Республики по уточнению деталей биографии Ильяса Биноевского и других мюридов шейха Кунта Хаджи Кишиева? Да будет возвышена его святость. Да, обязательно будет. Тем более, что мы совместно с Министерством нацполитики, совместно с его подведомственными предприятиями, в частности ЧГТРК «Грозный», имеем достаточно амбициозные планы по созданию, по съемкам совместного фильма, где определенные биографические, скажем, такие штрихи вот этих людей будут для нас чрезвычайно интересны, значимы и очень важны для нашей идеологической работы и по возвращению нашей истории в родные пенаты. Газета «Зори ислама», Фарида Заурбекова. У меня такой вопрос. Рабочая группа и в дальнейшем будет заниматься поиском останков мюридов? Вы знаете, с этим вопросом, это я вот, если бы лично этим не занимался, наверное, вряд ли мог бы вам на это как-либо ответить. Но я думаю, что это, будем считать, что ваш вопрос был риторическим. Потому что заниматься мы этим обязательно будем. Потому что мы знаем, что многие сгинули в Нерчинске, многие сгинули по этапу, многие сгинули в Калуге, в других городах, в Сибири, да? То есть там, куда только могла попасть нога осужденного каторжника. Поэтому мы даже по линии УФСИН пытаемся собирать эту информацию. Это мы будем делать до тех пор, пока мы дышим. Есть ли какие-то сенсационные исследования, которые сейчас проводит Академия наук? Вы знаете, Академия наук — это настолько скучное заведение, что оно не гоняется за сенсациями. Сенсации должны приходить сами, очень дружно, да, безропотно и методично работающий, последовательно работающий коллектив. Вот. Потому что если мы каждый на своем месте будем искать, будем исследовать, будем проявлять неравнодушие к нашей истории, то она вернется к нам сама. И никуда она не денется. Она вернется. Понимаете, как запах родного дома. Поэтому самое главное, не надо бегать за сенсациями. Бегают за сенсациями пускай блогеры. Мы не блогеры. Мы солидная организация, которая служит интересам чеченского народа и его науки. Вот что главное. Потому что только о нас сегодня не говорят. А если уж вы спросили, то я вам, уважаемый журналист, отвечу, что вот не далее, как в октябре месяце, с 9 по 12, да, уже есть сроки, мы проведем международную конференцию, беспрецедентную международную конференцию в рамках Года языка, в формате, ну, мне кажется, вряд ли в России в последнее время такие конференции были. Вряд ли такие конференции были. Потому что в формате Web of Science Conference сегодня таких, где десятки докладов, так сказать, будут озвучены, вряд ли вы сегодня найдете.
можно ссылаться на отсутствие финансирования, на отсутствие знаний, там, на отсутствие еще чего-нибудь. Да? У нас это все присутствует. У нас присутствует энтузиазм, который появился не на пустом месте. Он появился на патриотизме и любви к своему народу. Так вот, на этой конференции будут участвовать такие мировые величины, вернее, величины мировой лингвистики, как Томас Бомхарт, Соединенные Штаты Америки, да? Вот, британский ученый Джан Пауло Тардиво, там итальянское у него имя, но тем не менее он англичанин. Это Фурье, это самые лучшие, так сказать, лингвисты Турции, огромная делегация будет, Армении, делегация из Грузии. А если делегации не будет, то как минимум в режиме онлайн они будут вместе с нами. Я надеюсь, что ЧГТРК Грозный будет освещать это в прямом эфире. Или в каком-нибудь другом формате, чтобы все услышали наших хедлайнеров, основных докладчиков, которые будут всему миру доказывать древность чеченского языка, его право на дальнейшее существование в будущем. Потому что нам пытаются внушить, что чеченский язык – это некие лингвистические ошметки, оставшиеся от непонятных языков. То ли тюркских, то ли кавказских, то ли переднеазиатских, то ли непонятно что. А мы считаем, что чеченский язык – это великое лингвистическое наследие, которое оставлено самыми известными культурными цивилизациями, культурными слоями, величайшими цивилизациями. Они берут свое начало еще от самого Урарту. И мы будем говорить о хурита-урартрийской истории древности чеченского языка, о его величайших и глубочайших корнях, которыми мы питаемся по сей день. Я ответственно вам заявляю, что в течение этой конференции будет поставлена жирная точка по поводу древности или недревности чеченского языка. Спасибо. А для нас это не сенсация, для нас это уверенность в себе. Сенсация, пускай она окажется для тех, кто пытается, так сказать, втолкнуть чеченский народ в прокрустово ложа их желаний. Ничего не получится. Продолжайте. Спасибо. Седа Магомадова, информагентство «Чечня сегодня». У нас в социальных сетях ведется прямой эфир, и подписчики интересуются, какую роль это открытие сыграет в исторической и научной жизни Чеченской Республики. Спасибо. Ну, мы с вами на самом деле не так-то много знаем о тех временах. Мы думаем, что мы знаем. Вот когда ваш покорный слуга мотался по разным, так сказать, музеям, да, запасникам этих музеев особенно, по разным научным центрам, общался с далеко не последними в исторической и в других науках людьми. И когда я погружался в историю наших героев, вы знаете, что история героев – это одна из основных инициатив главы Чеченской Республики. Скажите, пожалуйста, а разве эти люди, которые во второй половине XIX века встали за веру и за свой народ, разве эти герои не заслуживают того, чтобы они были не просто погребены на своей земле, не только возвращены в свои родные края, пускай уже будучи скелетами, но вместе с ними к нам приходит напоминание о том, кем мы были. Напоминание о том, какими были наши предки, на что они были способны ради того, чтобы мы с вами жили светло и хорошо. Способны ли мы сегодня хотя бы на 1% их гражданского и религиозного подвига для того, чтобы наше светлое будущее, так сказать, оно не кончалось как можно долго? Способны ли мы, опираясь на эту память, пройти по пути Ахмата Хаджи, который является одним из прямых потомков великого, значит, и незабвенного Ильяса Биноевского? Я считаю, что для нас это не просто научное, как вы выражаетесь, научное само собой. По этому поводу сейчас будут писаться статьи, доклады.
Причем статьи эти пойдут уже в ваковские журналы. И Фризин Сергей Юрьевич хочет там сказать, целый поток статей опубликовать по этому поводу. С научной точки зрения, конечно же, это интересно. Это очень серьезная подвижка сегодня в антропологии, в изучении кавказионства. Это очень серьезная подвижка в современной остеологии, потому что изучено громадное количество костей и их соответствия. То есть в генетике в том числе, потому что вот вторая половина XIX века, поизучать вот останки тех, кто были там в Остроге, определить это, да, вот какими-то очень важными логическими штрихами заполнить белое пятно, отсутствие информации об этих людях. Они сгинули, вместе с ними сгинула информация о них. А сегодня мы знаем, как они выглядели. Мы сегодня знаем, что они были похоронены по какому обряду. Мы убедились в этом. Мы подтвердили истинность тех писем, которые мы нашли. Значит, этим источникам можно верить. То есть, с точки зрения науки, конечно же, это очень серьезное продвижение вперед. Это очень серьезное расписание, скажем так, расписывание, да, вот таким вот умственным и физическим одновременно трудом. Мы видели, как ребята копались в грязи, в мусоре и, так сказать, в этих помоях, раскапывая каждого из них. Это очень серьезная подвижка идеологическая, товарищи из Чечня Today. Это очень серьезная подвижка в идеологическом плане. А какая это подвижка в плане духовном? Как это сегодня, вот мы сегодня с вами здесь сидим, наша сенсация, не удивишь, а вы бы видели, как плакали люди в Шали, как они плакали в Ахматюрте вчера. Простые люди. Мы-то с вами тут с высокими образованиями, с верхними, да? А вот эти простые люди, на нас с вами уповают, что мы с вами шевелиться будем и что-то для них приносить, и что-то им сообщать. Потому что возьмите любого чеченца, Дейл Возлор, Дейл Воклор, я цаю шмалца можешь ирмау идон, ще истории дона, ее ярде гарбош. Самый такой, я вам скажу, самый интересный момент для любого возьмите чеченца или чеченку, это история его народа. Вы согласны со мной? Так что значение огромное. Значение огромное. Я ответил на ваш вопрос? Спасибо. Ася Юсупова, ЧГТК Грозный. Хотя вы и говорили насчет остальных останков, но все-таки хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, как могли эти люди оказаться в городе Новочеркасск именно в тот период, о котором мы с вами говорим. Как я уже говорил ранее, Ася, если вы помните, с Любой, когда мы с вами обсуждали, мы с вами говорили, помните про тюремный замок? Так и выражались, да? Тюремный замок, Новочеркасский острог, вот эти все страшные слова. На самом деле, в итоге выяснилось, что это был некий пересильный пункт, а не просто место содержания заключенных, как, например, там крытые тюрьмы, да, там, ну, это далеко не зона, это крытая тюрьма на самом деле, да, вот, выражаясь современным уже языком. Поэтому это не была тюрьма, куда, допустим, собирали какое-то количество там арестованных для того, чтобы они там отсиживали какие-то сроки. Это были пересыльные пункты. Кто-то оставался там, кого-то пересылали. Я думаю, что если бы это была действительно какая-то большая тюрьма, которая бы действовала, ну давайте допустим, что она была, например, где-то в середине да, там, 19 века, мы не знаем, когда она вообще была построена, там разные ходят, так сказать, вы помните, много было этих дат по поводу ее построения, значит, ее постройки, вернее. Ну, пускай она там просуществовала даже 50 лет, ну, 60 лет пусть она просуществовала, да. Вы можете себе представить, сколько было бы этих захороненных, да, куда бы они их девали, да, и вот таких скудных, отрывистых данных, с которыми мы с вами располагаем, их у нас не было бы, у нас были бы гораздо более широкие данные, потому что если бы люди там сидели, как в современных тюрьмах, мы бы с вами получали бы полные их портреты, а не описание с больничных листов,
как вот мы у Ильяса Биноевского находили, да, то есть как, где содержится, там его тип, характер, к чему склонен, не склонен, то есть это все у нас было бы, откуда, за что задержан, почему и так далее, сколько отсидел, значит, какие были взыскания и так далее, и так далее. Все это тогда уже очень и очень хорошо фиксировалось, как я говорил, педантично, прям по-немецки. Вот. Таких данных нет, просто были пересылки. Там есть письмо уже с Верхнего Донца. Это вот, я думаю, что это там Каменск-Шахтинский современный, да? Вот с этого Каменка, там как-то Каменка-Шахтинская, что ли, как-то. Ну, Каменск-Шахтинский, это где-то километров 120, по-моему, или 140 от Ростова. Вот. Откуда тоже есть письма, да? Вот письма в Гильдеген, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, то есть их рассылали всех. И вот эти вот письма по этапам шли. Если помните, там было письмо, где они сетуют на то, что было от Кунта Хаджи Кишиева, у брата Маусера, было письмо. И азиатец какой-то сообщил, от азиатца, да, азиатец его принес, он сообщил, что они где-то в Москве. Но они, правда, были в Москве, где они потом по пересылке, ну, в Подмосковье, скажем так, где они по пересылке сразу этапом ушли на Устюжну. Вот. И это письмо он как бы попытался от Кунта Хаджи передать, но надзиратели отняли оное у меня. Переводил сотник Голубев. Помните, да, это письмо? Я их уже наизусть, они мне снятся уже, эти письма, правда. Да, я слушаю. Джамбулат Вахидович, очень много благодарностей в адрес всех людей, которые принимали участие в поиске, исследовании останков и возвращении их на родину. Действительно, очень много комментариев. Вопрос от Ахмеда Дудаева, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Что скажете по поводу сплетников, которые распространяли слухи, что это хоронят наших бойцов, погибших в зоне специальной военной операции? Дорогой мой младший брат Ахмед Дудаев, наверное, большего кощунства, чем необдуманные заявления о том, что это наши ребята, погибшие с Украины, вот создание вот таких вот трендов глупейших, да, приводящих каким-то с целью привести людей в паническое состояние. Ну, во-первых, это уже не вчерашний, а позавчерашний день. Это не проходит. Наши службы, в том числе ЧГТРК Грозные, наши другие информационщики, слава Всевышнему, на это очень быстро реагируют. В том числе благодаря твоей энергичности, Ахмед, что вы реагируете на все эти вещи. Нельзя, конечно же, ни в коем случае вводить людей в заблуждение. Это, слышал я это голосовое сообщение, но это какое-то, я не знаю, как это назвать. Хунядин, Хабали, там привезли якобы вот покойников из Украины, погибших, быстро решили их омыть и быстро давая их туда захоронить. Ну подождите, слушайте, ну в конце-то концов, дорогие жители Чеченской Республики, но ведь у этих покойников есть конкретные адреса. Зачем их там целой группой хоронить в братской могиле? Ну, сами понимаете, у них есть военные билеты, какие-то подразделения, там еще что-то. Ну, если бы нужно было бы кого-то там экстренно похоронить группой, да, там неизвестно кого, ну так зачем их было эти трупы тащить сюда, понимаете? И создавать здесь братские могилы для того, чтобы предоставить возможность таким, как вы, сплетникам или сплетницам, подобные смешные слухи, так сказать, распространять по всем городам и весям Чеченской Республики. Я душен, нельзя так делать. Я надеюсь, Ахмед моим вопросом, моим ответом на его вопрос удовлетворен. Дайре Саламат, хороший вопрос. Мадина Хамидова, Чечня сегодня. Мы знаем, что за этой работой очень внимательно следил глава Рамзан Ахматович Кадыров. И вот мне интересно, как он реагировал на новости с места раскопок, как часто ему рассказывали о деталях? Вы знаете, чтобы не вдаваться во все детали, я вам просто про одну деталь скажу, про главную. Я признаюсь, вот как есть на духу, Аллах вам одушенность. Когда мне было поручено возглавить вот эту группу, о которой мы уже говорили, в которой и вот Ася с Любой работали тоже, у меня не то, что в каком-то там процентном соотношении,
у меня скорее было больше уверенности в том, что мы ничего не найдем, чем найдем. А вы знаете, что сказал глава Чеченской Республики мне? Я на 100% уверен, что ты найдешь. Более того, если он меня слышит, Рамзан Хаш, он так дохрду, когда он меня посылал в Грузию, я говорю, вот в Грузию там и так далее, я говорю, ну, Рамзан Ахмадович, ну, я говорю, ну, уже ж там и в Грузии бывали, и мы каталоги видели, ну, что-то я сомневаюсь, что мы найдем. Езжай, и ты найдешь, я 100%, я приезжал и находил. Валлахи, бамуду еще баргиш дел оранар, он мне говорит, 100%, вот вчера он об этом говорит, 100% хаарщенис. Я это подтверждаю. И что он 100% хас, он корор выбарцуси. Ну, мы выходили, искали что-то как-то. Помните, иногда отчаяние было, уже что, да, найдем ли мы. Не то, что его, вообще какой-то, да, где-то их, кого-то там. Вот. Но мы не были уверены, Ася, помнишь? Мы вообще не были уверены. Понимаете? Но уверен был он. И он в нас зажигал этот огонь энтузиазма. Если бы он не был рядом с нами все это время, поверьте, это было бы невозможно. Я не хочу сказать, что мы тут же все сдались бы. Нет, мы бы сделали все, что возможно. Но без его вот этой, я уж не говорю там про какие-то материальные вещи, да, про финансовые и прочее, а вот духовную поддержку, которую он нам давал, она была главнее всего. Его уверенность поднимала вот этот запал уверенности в нас. Так что он был всегда с нами. Алхардели солдах пачай. Только так. Джамбулат Вахидович, это уже вопрос от меня и, наверное, уже завершающий вопрос, так как мы почти 2 часа в эфире. Какая еще работа по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича вами делается там, в поисках артефактов, каких-то исторических сведений о Чечне и о чеченцах? Ну, давайте так, учитывая то, что у нас с вами в научном, политическом и разных других мирах, кругах есть не только друзья, мы чересчур с вами вперед забегать не будем. Вот когда я изучал историю такой личности, как Александр Чеченский, я помню, что были люди, которые не очень-то хотели, чтобы чеченский народ знал о своем герое, как о герое Отечественной войны 1812 года. Оказывается, Александр Чеченский еще и Стендаля пленил, великого французского писателя. Помните? «Пармская обитель», «Красное и черное». Оказывается, он, когда находился в Георгиевской крепости, и когда чеченский отряд пошел, и когда Кульнев, командир, ему говорит, сейчас пойдем воевать против чеченцев, он написал рапорт и уволился, и сказал, против своих воевать не буду. Александр Чеченский, который с 3 или с 5 лет, мы тут разнимся немножко, да, во мнениях, который воспитывался в имении графа Алексея Николаевича Самойлова. Раевский никакого отношения к воспитанию Александра Чеченского не имеет. Все, что вы знали про Раевского, выкиньте. То есть про Чеченского, я говорю, про Александра Чеченского. Все, что вы думаете, что вы знаете, вы ничего не знаете о нем. Мы о нем поговорим отдельно. Или, например, мы же еще не закрыли страницу изучения шейха Мансура. Если вы помните, несколько лет тому назад это поручение главой Чеченской Республики было дано, и он до сих пор с нами. И вот мы пытаемся эту тему довести до конца, несмотря на то, что идут препоны. Есть места, где просто не хотят, чтобы мы добирались до документов. А мы так добрались далеко, что те, которые не хотели, теперь просят нас эти документы кое-какие им предоставить. Потому что 2758 документов нами сегодня переведено с разных языков, включая английский, включая итальянский, включая французский и даже османский. Слушайте, сегодняшний турецкий язык очень сильно отличается от османского имперского языка блистательной порты. Ну, Османской империи имеется в виду, да? Где есть прямое упоминание о деятельности шейха Мансура. И сегодня я собираю все эти документы как единый фонд, архивный фонд шейха Мансура, который мы передадим нашему архивному управлению.
Но это будет фонд нашей академии, и каждый, кто захочет заниматься великим чеченским героем, первым имамом Кавказа, может это сделать. Поэтому одно вам абсолютно точно говорю, мы не гоняемся за сенсациями, но учитывая тот факт, что мы в своей истории еще мало чего знаем, мы мало знаем, мы знаем кое-что, но мы еще пока мало чего знаем, особенно в древней, в ранней вообще в средневековой истории мы ничего не знаем практически. Этих белых пятен еще очень и очень много. О нашей древности, посмотрите, в нашей древности тоже огромное количество белых пятен. Поэтому каждое открытие, которое будет сделано по поводу этих, значит, об истории этих эпох, оно будет сенсационным, поверьте мне. И мы, валлахи, биллахи, таллахи, чахсамелду, будем делать все для того, чтобы, тем более у нас такой глава, как Рамзан Кадыров, с таким главой реально, очень реально вернуть справедливое право чеченскому народу ведать о своей истории, если не все, то во всяком случае более или менее, так сказать, объемный пласт собственной исторической культуры. Поэтому чеченский народ это право заслужил, и мы все сделаем для того, чтобы наша история вернулась в родные чеченские пенаты. Ну что ж, дорогие друзья, я не уверен, что я ответил на все ваши вопросы. Я не уверен, что каждый или почти каждый из вас удовлетворен моими ответами на те вопросы, даже которые прозвучали. Я боюсь, что я был чрезмерно эмоционален, когда рассказывал о своей работе и о работе моих дорогих коллег во время этих поисков, но очень надеюсь, что даже тот порыв, свидетелями которого вы сегодня стали, послужит делу возвращения истории чеченскому народу. Я благодарю вас за внимание и за терпение, которым вы одарили нас в ходе этих 2 долгих и, возможно, утомительных часов. Спасибо.